26 августа в районном дворце культуры прошла традиционная районная конференция работников образования. Совсем немного времени осталось до нового учебного года, поэтому учителям и наставникам подрастающего поколения предстояло многое обсудить. Какие цели и задачи ставятся перед ними в новом году, какие успехи достигнуты, а что требуется доработать и улучшить. В фойе участников конференции встретила богатая, яркая и интересная выставка, посвященная году башкирской истории. Сегодня мы представляем выставку школы имени Талгата Рахманова. Наша выставка – это отображение истории нашей школы, ее становления. Также она несет информацию о наших передовых учителях, которые много времени проработали в нашей школе и внесли большой вклад в образование наших учеников. Также здесь у нас размещены ученики, передовые ученики нашей школы, которые активно участвуют в жизни нашей школы и также нашего района. И учатся на отлично. Пользуясь случаем, я бы хотела поздравить всех своих коллег с наступающим учебным годом, пожелать всем терпения, удачи, везения, хорошего настроения, а также семейного благополучия. Удачи нам всем! Ике тапкыр Советтар Союзы геройы Муса Гайса улы Гәрәев һәм социалистик хезмәт геройы Хәләф Гилван улы Гилданов. Укучыларыбыз уларның яу һәм хезмәт юлын өйрәнеп, шәҗәрәләренә байкау яһап, бик күп гыйльми тикшеренү эшләре башкаралар. Улар үзләренең эшләрендә ата-әсәләре һәм якындарының ярдәмдарын тыялар. Ә без укытучылар был эшләрдә укучыларга һәм ата-әсәләргә төрле интернет сыганактардан булган баш архив, ырулдар тарихы картаһы, без башкорттар дигән сыганактар менән таныштырабыз һәм ошылар менән эшләргә өйрәтәбез. Укучыларыбыз бик күп гыйльми тикшеренү эшләре эшләп, республика кимәлендә һәм район кимәлендә зур җиңүләргә ирештеләр. Нуруллина Ләйсән Салават кызы үзенең нәселенең Муса Гәрәев нәселенә барып тоташуын исбат иткән эше менән Әхмәтзәки Валиди исемен йөрөткән Башкорт милли китапханаһы үткәргән конкурста беренче урынды яуланы. Сибай милли музее үткәргән конкурста икенче урынга сыкты. Һәм шулай ук Гәрәева Лияна үзенең укытучылар династияһын тикшереп, республика күләмендә үткәрелгән иң яхшы педагогик династия конкурсында 3нче урынды яуланы. Киләсәккә лә матур планнар белән яшәйбез. Киләсе елга Муса Гәрәевтең 100 еллыгына арнап районыбызда гыйльми-гамәли конференция узгарырга планлаштырып торабыз. Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов высоко оценил выставку образовательных учреждений и поделился с планами работы на конференции. Августовские совещания – это и подведение итогов года, и начало нового учебного года, где обсуждаем готовность школ, готовность детских садов к предстоящему году. С удовольствием посетил выставку, которая все школы представлены гимназии, представлены, соответственно, детские сады. Основной вопрос, конечно, это наша федеральная повестка, это тот изменение в закон, который предложил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин по изменению закона об образовании, где мы расширяем границы нашего образования. Да? Также хочу поставить вопрос о дистантном образовании. Мы голосовали против этого закона. Считаю, что нельзя переводить полностью на дистантную форму обучения, она вредна. Все равно контакт с учителем никто не заменит. Вот эти вопросы хотим обсудить сегодня на августовском совещании. Люблю посещать Илишевский район и удивлен прекрасной выставкой. Пользуясь случаем, хотел поздравить всех учителей с наступающим Днем знаний, с началом учебного года, пожелать им здоровья, чтобы ковидная ситуация никоим образом не сказалась на учебном процессе. Пленарная часть заседания главным образом была посвящена теме реализации основных задач национального проекта образования. Об итогах и перспективах развития районной системы образования выступил глава администрации муниципального района Ильдар Мустафин.
В этом учебном году есть определенные результаты в работе с одаренными детьми. Есть призовые места по биологии, обществознанию, праву, физической культуре, ОБЖ, истории и культуры Башкортостана и по родным языкам на республиканском и всероссийском международном уровне. Учителя общеобразовательных школ села Урметова Альмира Фанисовна Гимазова и общеобразовательной школы Итеева Гульназия Датана Кабирова стали победителями конкурса «Лучшие учителя и преподаватели башкирского и русского языков» и выиграли гранты в сумме более 50 тысяч рублей каждая. К сожалению, на протяжении многих лет мы не можем выйти в призеры республиканских олимпиад по физико-математическим дисциплинам. Очевидно то, что мы сегодня остро нуждаемся в педагогических кадрах. Я призываю учителей, наставников к тому, чтобы они прививали любовь к своему предмету. Дали наставление молодежи выбрать благородную профессию учителя и вернуться в родные края. Особенно нуждаемся в учителях точных предметов и иностранных языков. Мы стараемся в районе создавать необходимые условия для обеспечения возможности получения качественного и доступного образования. Все учреждения образования провели значительную работу по подготовке школ и дошкольных учреждений к началу нового учебного года. В 2021 году на капитальный ремонт школ и дошкольных учреждений, приобретение учебного оборудования, технических средств и инвентаря было использовано со всех источников средств на сумму более 14 миллионов рублей. С приветственным словом обратился к участникам конференции заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике Урал Кельсинбаев. Разрешите передать слова приветствия и благодарности от главы Республики Башкортостан Ради Фаридовича Хабирова. С прошлого года по решению президента России все дети начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Но этого мало, надо обеспечить качество работы. И наша задача сделать систему школьного питания лучшей в стране. И снова мы берем Илишевский район очень положительно, и горячее питание организовано на 100%. Это очень отрадно. В Илишевском районе проект «Взлетай» реализуется в 3 школах. Это школа имени Рахманова, гимназия номер 1 и школа номер 4. Отрадно, что по модулям, обучение по модулям проекта «Дружи со спортом», «Научись играть в шахматы», «Говори свободно», «Интерактивный башкирский», «Деловой этикет», «Говори публично», «Садись за руль» прошли 135 обучающихся. Обширный анализ работы образовательной системы района провела начальник управления образования Гульнара Кашапова. Согласно главному тезису выступления Гульнары Фаруховны, качество образования и воспитания детей сегодня есть качество жизни района завтра. В 2020-2021 учебном году государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования было допущено 306 выпускников 9 классов. 290 обучающихся сдавали 2 обязательных экзамена – русский язык и математику, а также 1 экзамен по выбору в форме контрольной работы по аналогу с ОГЭ. 16 обучающихся проходили КИА-9 в форме ГВН на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Они сдавали 2 обязательных экзамена – русский язык и математику в письменной форме. С заданиями по русскому языку на основном этапе справились 280 обучающихся, где-то 93%. Средний балл по району составил 3,8 баллов. 283 выпускников выполнили на положительную оценку экзамен по математике, на основном этапе это 95%. Средний балл по району составил 3,7 баллов. Средние баллы ОГЭ сопоставимы со среднереспубликанскими, но в целом хочется обратить особое внимание на подготовку обучающихся к сдаче ОГЭ в школах именно села Кадырова, Бишкураева, Рсаева, Исаметова, Дюмеева и Шкарова. Здесь требуется системный подход уже с уровня начального общего образования. О предстоящих задачах по повышению качества образования поведал главный специалист управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования Рифат Дияров.
Как бы хорошо ни оснащались наши школы, техника не может учить. Главная роль всегда остается за учителем, за наставником. Это не раз подчеркнули в своих выступлениях и почетные гости конференции. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Рифат Шайхутдинов, главный редактор газеты «Кызылтан» Фаил Фатхетдинов, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков, главный редактор башкирского детского журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина и руководитель делегации Баймакского района Люция Сулейманова. Все они в один голос подчеркнули значимость работы педагогов, пожелали успехов в их нелегком деле. Далее последовало награждение особо отличившихся работников образования, внесших большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. Несколько десятков педагогов, воспитателей и прочих работников сферы образования были отмечены благодарственными письмами Министерства образования, благодарностями депутатов, почетными грамотами администрации района и управления образования. Также были отмечены призеры и победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года», награждены образовательные учреждения, вошедшие в топ-5 по рейтинговым показателям, и были подведены итоги конкурса «Лучшее образовательное учреждение года». Ежегодная районная конференция учителей завершилась чествованием ветеранов педагогической службы. В адрес 11 учителей, а также других работников сферы, посвятивших своей жизни самому благородному делу, в этот день звучали самые теплые слова и искренние пожелания. На сегодняшний день все образовательные учреждения готовы распахнуть свои двери перед своими учениками в День знаний. Хочется пожелать всем педагогам-наставникам достижения самых высоких творческих вершин, талантливых и благородных учеников. Лена Насырдинова, Айгуль Мулаянова, телерадиокомпания «Илиш».